Здравствуйте, в эфире телеканала сети Рештон, информационная программа «Новости». В студии Марина Караева и коротко о главном. Есть людям куда прийти, где отдохнуть. Для всех есть возможности, для старшего поколения. В селениях Чекала и Лискен активно ведутся строительные работы, облагораживают зоны отдыха, ремонтируют улицы. Все благодаря проекту формирования комфортной городской среды. Я решила узнать что-то новое, поработать с детками вне школы. От теории к практике в Верхнем Феогдоне проходит семинар «Школа вожатого». Студенты со всех вузов республики постигают тонкости вожатского мастерства. Обучение проводят специалисты федеральных и республиканских центров. Сюда подвигло меня прийти то, что горы, осетинские пироги, вот это их традиционная кухня. И занимаюсь этим уже, наверное, год. Итоговые соревнования по компетенции выпечка осетинских пирогов стартовали в республике. За звание лучших борется больше 20 человек из разных регионов страны. Готовые изделия жюри оценивает по нескольким критериям. Восстановить законные права граждан, чьи деньги были привлечены для строительства многоквартирных домов, помогут комплексные меры. Совместную работу с компанией «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» и составление подробного плана графика по решению проблем обманутых дольщиков обсудили на совещании. Его провел в Рио главы республики Сергей Миняйло. Как сообщил в Рио министр строительства и архитектуры Северной Осетии Константин Маргоев, сейчас существует 6 проблемных объектов с общей жилой площадью 60 тысяч квадратных метров. Их застройщики признаны банкротами. В Рио главы республики подчеркнул, что в этом вопросе необходимо вести тесную работу с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства, а также подготовить всю необходимую документацию для того, чтобы компания могла оказать республике помощь в восстановлении прав дольщиков. По словам Константина Маргоева, объем республиканского софинансирования мероприятий по 6 объектам составляет 98 миллионов рублей. Сергей Миняйло поручил в Рио министра финансов Оксане Каровой изыскать средства в республиканском бюджете без урезания других социально значимых расходов. Еще одной важной темой обсуждения стала ликвидация аварийного жилья в республике. В Рио министра ЖКХ, топлива и энергетики Майрон Тамаев доложил, что в соответствии с федеральным проектом утверждена программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В нее вошли 4 муниципальных образования республики – Владикавказ, Дегора, Моздокский и Правобережные районы. Всего в программу включен 41 дом. Стоит отметить, что в 2020 году установленные показатели расселения из аварийного жилья выполнены на 113%. Сергей Миняйло добавил, что темпы реализации данного проекта необходимо сохранить и обеспечить полное исполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда. В Северной Осетии капитально отремонтируют мост через реку Феогдон. До конца сентября этого года мостовики обновят искусственное сооружение длиной 50 метров в селении Дзорикау Лагирского района. Речь идет о 17-м километре федеральной автодороги Владикавказ-Алагир. По заказу Упрдор-Кавказ мостовики восстановят железобетонные монолитные опоры и фундаменты. Сейчас рабочие устраивают новое пролетное строение и бетонируют опоры. Затем приступят к монтажу переходных плит и устройству фундамента подпорных стен. На объекте заменят металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки, а также нанесут термопластиковую разметку. Для жителей села Дзорикау сделают тротуары с перилами шириной 1,5 метра по левой стороне моста. Также в планах дорожников устройство более 110 метров подпорных стен для удержания насыпи, защиты от размыва и регулирования русла реки. Кроме того, предусмотрят систему водоотвода и очистные сооружения, чтобы избежать загрязнения вод Феогдона. На время работ организовано реверсивное движение автомобилей со светофором по параллельному мосту. Пешеходные переходы, ограждения, освещение и новое покрытие. Все больше зон отдыха по всей республике приводят в порядок. Все это благодаря проекту формирования комфортной городской среды, главная цель которого – сделать досуг людей максимально полноценным и безопасным. В самом разгаре строительные работы в Иравском районе. Моя коллега Фатима Задзоева расскажет подробнее.
На центральной улице Чекалы идет подготовка к комплексному благоустройству в рамках национального проекта формирования комфортной среды. Подрядная организация приступила к демонтажу асфальтного покрытия. Его заменят брусчаткой. Далее пешеходные переходы, ограждения, освещение, места для отдыха. Это большой плюс для местных жителей. Они смогут прийти, отдохнуть и поиграть с детьми. Так же, как и в Лискене. В центре села появился полноценный центр досуга на свежем воздухе. Есть людям куда прийти, где отдохнуть. Для всех вот есть возможности. Вот для старшего поколения. Вот посидят, поговорят между собой. Для младшего поколения здесь тоже сделали детский парк. Радует, как дети тоже приходят со своими родителями. Проект в Лискене реализовали в 2 этапа. Сначала в 2018 году сделали ограждение и зону отдыха, а потом территорию дополнили новыми функциями. Нам захотелось все-таки эту территорию расширить, поэтому еще раз обратились с просьбой еще раз поучаствовать в этой федеральной программе. И уже в 2020 году мы торжественно открыли вот детско-спортивную площадку, на которой мы сейчас находимся. Это для наших жителей было важно. Какую именно территорию благоустроить следующие, жители могут выбирать сами. Голосование начнется совсем скоро, 26 апреля, и продлится до 30 мая. В Иравском районе будут выбирать из 6 общественных пространств. Непосредственно наши жители сами будут выбирать, где благоустраивать. Из 6 территорий они должны выбрать 3 территории, которые будут благоустраиваться в 2022 году. За моей спиной как раз одна из 6 территорий, за которые надо будет голосовать, которые будут благоустраивать в 2022 году. Планируем дорожки сделать, огородить, чтобы туда-сюда скот не заходил, освещение, лавочки поставить. К примеру, как Парк Победы, который сделали в Чекале в прошлом году. Пустырь на окраине села превратился в уютное место со скамейками и прогулочной зоной. Еще здесь появится воркаут и игровая площадка. В этом году на проведение работ в рамках проекта направлено около 12 миллионов рублей. Фатима Дзадзоева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Семинары по подготовке общественных наблюдателей начались в Северной Осетии. Одной из первых площадок стал Ардон. Это один из этапов подготовки к единому дню голосования. Общественные наблюдатели призваны следить за порядком и открытостью во время избирательного процесса. На семинарах проводят лекции, а также командные игры, где можно проверить свои навыки и знания в условиях реальных выборов. Рассматривали возможности возникновения проблем на участке и кейсы для их решения. За это время подготовят порядка 1000 общественных наблюдателей. Напомним, единый день голосования назначен на 19 сентября. Жителям республики предстоит выбрать депутатов Госдумы, а также глав муниципальных образований и сельских поселений. Голосование пройдет в течение 3 дней для большего удобства жителей. Объемный семинар. Проходится он не просто в виде какой-то скучной лекции, вот менторской подачи, а проводит наш семинар специально подготовленные нами педагоги, которые в игровой форме, в командной группе объясняют все тонкости избирательного процесса. Это и теоретическая часть, это законодательная база, это практические истории, которые могут возникать в ходе голосования непосредственно на участке. Отдать частичку себя для того, чтобы спасти других. Сегодня в России отмечают Национальный день донора крови. Ежегодно в стране в переливании нуждаются более 1 миллиона человек, и каждый призыв о помощи получает свой отклик. Кто-то сдает кровь впервые, а кто-то уже имеет звание почетного донора, но объединяет их одно – неравнодушие к чужой беде. О тех, кто всегда готов прийти на помощь, расскажет Даяна Калухова. В Национальный день донора Тамила Юсупова спешит на уже привычную процедуру. Это ее 13-я донация. За время учебы в медицинской академии убедилась сама, в больницах всегда нехватка крови. С тех пор она 4 раза в год регулярно сдает кровь. Работаю в реанимации и сама знаю, каково это нехватка крови. Иногда даже одна капля крови может спасти жизнь целого человека. Тем более сейчас такое время, аварии, всякие катастрофы, поэтому кровь, она очень важна, поэтому
советую всем сдавать кровь. Сдача крови – это своего рода выведение балласта из организма, а также сигнал для самообновления. Донорство считается способом профилактики атеросклероза, подагры, нарушений пищеварения, деятельности поджелудочной железы и печени. Уже доказано, что донация улучшает обмен веществ, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и продлевает жизнь на 5 лет. Но и не стоит забывать, что основная задача донорства – помочь больным, которым эта кровь просто необходима. Если кто-то в своей жизни, в любой, хоть раз сдал кровь, он сделал очень благое, великое дело. В первую очередь для окружающих и во вторую очередь уже для себя. Потому что с каждой новой донацией у него растет уже свое мировоззрение донора. Это вот трудно вам объяснить будет, если вы сами никогда не сдадите кровь. Вы становитесь причастными уже к чьей-то жизни. Банк донорской крови регулярно пополняется. Кровь требуется больным онкологическими заболеваниями, пострадавшим от ожогов и травм и в проведении сложных операций. Сегодня более 50 человек стали донорами, а значит, спасут не одну жизнь. Еженедельно происходят какие-то серьезные аварии, да, несчастные случаи. Уже не говоря о том, что мы постоянно пополняем все запасы нашего онкологического диспансера. Вы сами понимаете, насколько там тяжелые больные. И они без нашей крови, без компонентов крови вообще практически не существуют. В Национальный день донора появился и почетный донор. Им стал начальник 11-й пожарно-спасательной части Беслана Эльбрус Бедоев. Уже 5 лет Эльбрус частый гость на станции переливания крови. Огнеборец сдал больше 20 литров крови за 46 донаций. Первый раз сдал кровь еще в студенческие годы, в 1993 году. Сейчас же сдает ее регулярно. Литров 20 крови я сдал. Где-то 46 раз, если по количеству раз. Ну, вы знаете, каждой нашей крови после выхода такое ощущение, что, честно говоря, легкость такая, плюс сознание того, что ты кроме своей специальности еще и людям помогаешь заочно. Министерство здравоохранения, служба крови совместно с волонтерами-медиками регулярно проводит различные мероприятия для популяризации донорства среди жителей республики. Эти акции помогли людям, больным коронавирусом. Да, в период пандемии, да, мы также, девочки, правда, были без меня, я не могла, я работала в красной зоне, они приходили на акцию без меня. Мы искали доноров, которые могут сдать именно антиковидную плазму, то есть мы подбирали доноров, у которых есть определенный титр, да, антител, и они приходили и сдавали именно плазму. А я уже потом сама приходила за этой плазмой и капала с нашим пациентом, то есть у нас такой круговорот, я не знаю, был в этой помощи, то есть ребята помогают, я прихожу сама, забираю, капаю пациентам. На самом деле это было очень приятно, потому что мы понимали, что это все очень взаимосвязано, и мы вот такой дружной компанией, не знаю, семье помогаем нашим людям. С 20 апреля 2007 года по всей стране отмечают Национальный день донора. В этот день каждый житель старше 18 лет может стать донором крови. Для этого необходимо обратиться в регистратуру Республиканской станции переливания крови. Даяна Калухова, Майербек Дидикаев. Новости Осетии. Полным ходом идет подготовка к Параду Победы. Военнослужащие 58-й общевойсковой армии представят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Техника уже прошла полную материально-техническую и косметическую подготовку. После прибытия во Владикавказ расчеты приступили к тренировкам в составе сводной механизированной колонны. Всего на параде в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне во Владикавказе будет представлено 48 единиц вооружения и военной техники. Общественная акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая 2021 года в онлайн-формате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сопредседателя Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елену Цунаеву. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах и городских экранах. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени. Елена Цунаева добавила, что в прошлом году поступило более 3 миллионов заявок на участие, поэтому трансляция продолжалась 20 дней. В этот раз организаторы приняли решение провести отдельные трансляции в каждом субъекте, чтобы шествие прошло в один день. В традиционном формате провести акцию планируют 24 июня.
Студенты механики Владикавказского политехнического техникума теперь будут проходить практические занятия в новой автомастерской. Ее в безвозмездное пользование передал индивидуальный предприниматель Олег Берагов. Долгое время руководству техникума приходилось отправлять студентов на практику в частные мастерские. А сегодня у ребят появилось место, где можно применять теоретические знания. Мастерская оснащена современной аппаратурой, подъемники, ноутбук, инструменты – все, что необходимо для освоения профессии автослесаря. Студенты уже научились делать диагностику двигателя и устранять поломки. Вначале не было возможности, чтобы мы ходили на практику, там где-то обучались. Только по салонам на 2 недели приходили и обучали нас. Вот сейчас уже на 4-м курсе у нас появилась возможность, вот такое помещение нам выдали, для того, чтобы мы уже сразу не по учебникам, а вот сразу в работу вкладывали и учились уже сразу в диагностике по специальности. Пришли первые 2 человека. Ну, результат, был очень хороший. Они схватывали сразу на ходу. Ну, плюс к тому, что они там, что они получают? Они чисто теорию получают. А здесь практика. Я могу свободно уйти и поручить. Они делают те работы, которые мои уже старые работники, которые они могут почти такие же работы делать. Студентам из КГМИ рассказали об обычном праве и аланской государственности. Межвузовскую открытую лекцию провел заслуженный юрист России Александр Цалиев. Отметил, что вопросы развития государственности остинского народа и его правовой основы имеют большое значение для его исторической судьбы, нравственно-правовой культуры. Также говорили о самом государстве Алании в IX-XIII века. Александр Цалиев, будучи членом Конституционной комиссии, предложил республику назвать Аланией. Кроме того, является участником исследовательской группы «Правовой мир Кавказа» и опубликовал по этой теме несколько книг, о чем также рассказал слушателям. Лекция прошла в формате диалога. Студенты задавали интересующие вопросы. Студенты очень интересно реагируют, потому что одно дело традиционное право, российское право, это естественно, они должны знать, но когда проводишь определенный сравнительный анализ и параллели между обычным правом и действующим правом, они очень оживленно это воспринимают, лучше откладывается в памяти, дает возможность для творческих размышлений. Что значит быть вожатым, какие навыки необходимы ему в работе? Ответы на эти и многие другие вопросы молодые специалисты получат на семинар-практикуме «Школа вожатого», который проходит в Верхнем Феогдоне. Площадка собрала около 50 ребят с 3 вузов республики. Обучение проходит 3 дня. Главная его цель – обучить студентов и педагогов дополнительного образования вожатскому мастерству. От теории к практике в материале Аланы Тумаевой. На ближайшие дни горный воздух Верхнего Феогдона объединит этих молодых людей. Накануне здесь стартовал семинар-практикум «Школа вожатого». В мероприятии принимают участие порядка 50 человек. Это студенты 3 высших учебных заведений и уже практикующие специалисты. Каждый здесь для того, чтобы получить актуальную и полезную информацию о работе вожатого. Я решила узнать что-то новое, поработать с детками вне школы, испробовать новое, а потом все с моими детками проработать, попытаться. Также надо бывает в школе, лагерь, может и там мне что-то новое пригодится. Обучение эти дни будут проводить специалисты федеральных и республиканских центров. Задача первого дня – познакомить ребят между собой и создать подходящую для продуктивного обучения атмосферу. Задача всего семинара практикума – сделать так, чтобы ребята максимально получили практическое знание того, что собой представляет профессия вожатого. Увидели педагогические возможности, оценили собственный потенциал и отработали те необходимые навыки, которые им пригодятся тогда, когда впервые вожатый выходит на смену к детям. Семинар проводят в рамках проекта победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц прошлого года «Время интерактивных каникул». Главная его цель – обучить студентов и педагогов дополнительного образования вожатскому мастерству. Впоследствии будут отобраны люди и направляться для работы во всероссийские детские центры и в наши местные лагеря. Также будет сформирована группа мобильных кураторов, которая будет выезжать в лагеря и показывать трехдневную программу. И хочется привнести что-то новое
с крупных сельских детских центров и развивать данную проблематику у нас в республике. Семинар продлится 3 дня. После обучения вожатые пройдут отбор и отправятся на работу в федеральные центры и лагеря республики, чтобы применить новые полученные знания на практике. Алана Томаева, Хета Гапоев. Новости Осетии. У кого вкуснее, красивее и качественнее. А еще чистота рабочего места, техника безопасности, работа с ингредиентами. По этим критериям жюри оценит осетинские пироги в исполнении участников соревнований «Молодые профессионалы». Итоговый этап в компетенции выпечка осетинских пирогов стартовал накануне. За звание лучших борются больше 20 человек из разных уголков страны. У каждого повара свои секреты выпекания традиционного осетинского блюда. Поделились ими и с нашей съемочной группой. Осетия, горы и любовь к традиционным осетинским пирогам. Ардонский район собрал на своей площадке представителей 19 субъектов России. Все они участвуют в итоговых соревнованиях по компетенции выпечка осетинских пирогов «Молодые профессионалы-2021». Собравшихся поприветствовал глава Ардонского района Владислав Тотров. Хочу от имени всех жителей Ардонского района сердечно вас поприветствовать, пожелать больших успехов участникам чемпионата, нашим гостям, зрителям, членам жюри удачного проведения данного мероприятия. Савелий Тихонов уже год осваивает выпечку осетинских пирогов. На чемпионат он приехал за победой, но признается, уже сейчас может похвастаться тем, чему успел научиться. Сюда подвигло меня прийти то, что горы, осетинские пироги, вот это их традиционная кухня. И занимаюсь этим уже, наверное, год. Каждый день отрабатываем, узнаем что-то новое, новые пироги, естественно, традиции, соблюдение их. И, конечно, за победой, за первое место. Иначе никак. Чемпионат стал традиционным. С каждым годом число регионов-участников растет. В этом году к ним присоединились еще 3 региона. Вне конкурса свои навыки и умения продемонстрируют участники из Воронежской области и Южной Осетии. А оценивать их работы будет жюри из 16 человек. Все они профессионалы своего дела. Мы оцениваем работу участников честно, справедливо, открыто, объективно. Значит, участников у нас оценивают в юниорской группе 8 экспертов из разных регионов, в основной группе 16 экспертов из разных регионов. То есть мы формируем экспертные группы, в каждую группу входят 4 эксперта. Один из них обязательно опытный эксперт, представляющий собой, так сказать, длительный опыт работы в данной компетенции. Но, кстати, хотелось также отметить, что в этом году у нас в качестве эксперта-компатриота также участвует менеджер компетенции хлебопечения из Екатеринбурга. Здесь не только конкурс по выпечке осетинских пирогов. Чтобы гости смогли почувствовать весь колорит Северной Осетии, организовали настоящий праздник с песнями и танцами. В нашем Дворце культуры проходит открытие этого мероприятия с концертными номерами. Мы постарались гармонично связать между собой наш многонациональный край. Думаю, те гости, которые приехали к нам, и представители, и взрослые, и те, которые занимаются сейчас вот на чемпионате, они будут приятно удивлены и порадуются за то, что у нас самобытная, красивая, многогранная культура. Уже сегодня пройдет первый конкурсный день. Участников разделят на 2 смены. За 5 часов они должны будут выпечь 28 пирогов из разных видов теста. Зарина Газаева, Алан Суанов. Новости Осетии. На полигоне Шалхи началась российская военно-медицинская эстафета. Со всей страны в Северную Осетию приехали 12 команд. Лучших военных медиков определят по нескольким дисциплинам: огневой подготовке, отработке специальных навыков, переноске раненых и оказанию первой помощи, а также работе на симуляторах, которые оценивают качество медпомощи. Такие игры проводят 7-й раз. Команда-победитель представит армию России на международном уровне. Лучшие ребята, участники конкурсов, у нас будет проходить отбор, которые будут представлять непосредственно медицинскую службу вооруженных сил Российской Федерации уже на международном уровне в этом году, который пройдет в августе месяце. В этом году мы впервые проводим это непосредственно на базе одного из округов. Вот первый округ, который подготовил непосредственно площадку для проведения этого этапа Сермейского, это Южный военный округ, и мы здесь присутствуем. И в завершении выпуска о погоде. По информации синоптиков, до конца суток 20-21 апреля местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. К этому часу это вся информация. Вы смотрели новости Осетии. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.